Мы являемся, крымско-татарский народ, обладателями уникального культурного наследия. Очень на высоком художественном уровне в течение 3 веков о становлении, развитии, формировании крымско-татарской культуры относится к ханскому периоду. Это в течение 3 веков. Это начиная со второй половины 15 века и вторая половина 18 века. 3 века. Здесь получили развитие очень широко музыкальная культура, устное народное творчество, литература, поэзия, театр, декоративно-прикладные виды искусства. Ислам налагал определенные ограничения в изображении человека и живых существ. Поэтому вся сила народа была направлена на развитие декоративно-прикладных разновидностей искусства, если мы имеем в виду изобразительное искусство. И вся вот эта сила, она, конечно, очень пышно и ярко стимулировала развитие таких видов, как вышивка, ткачество, ювелирное искусство, художественная обработка камня, дерева, кожа на очень высоком уровне в Крыму получила свое развитие. Когда зарождалось традиционное, формировалось искусство, наиболее выразительными образцами крымско-татарской культуры является художественно обработанный камень, свидетельством чему являются надгробные баш-таш, каменные надгробия на территории ханского дворца. Здесь добились наивысшего художественного уровня, на хорошем, очень высоком художественном уровне. Можно так сказать, графическое искусство. Дипломатическая переписка крымских ханов оформлялась туграми, то есть определенными знаками. Это выполнено на очень высоком графическом уровне, то есть это все мелодично, гармонично и по цвету, и по линиям, и по вот составлению этого орнаментального арабской вязью сделанных орнаментальных концовок и заставок. На очень высоком уровне в Крыму, на очень высоком уровне было оружейное искусство, оформление. И на высоком уровне получило свое развитие кожа, тиснение по коже, изготовление разнообразных изделий, в первую очередь обуви. И Чуруксу, которая протекала в Бахчисарае мимо, недалеко от ханского дворца-музея, было известно именно тем, что в протяжении многих сот метров располагались кожевенные заводы. И по цвету кожи могли определить, например, к какому сословию относится женщина, мужчина. По поче женская обувь еще украшалась определенным орнаментом. Это вот говорит о том, что было все очень изысканно, очень красиво, достойно, выразительно. Не отличалось все то, что выполняли наши мастера, крикливостью, яркостью такой. Не было кричащих, контрастных цветовых соотношений. Например, обувь желтого цвета свидетельствовала о том, что человек принадлежит к очень высокому сословию. Сара – это цвет золота, и поэтому одевали именно вот это. Очень дорогая была обувь. Если мы перейдем к одежде, очень богатой, очень выразительной, традиционная одежда крымских татар.
Если красный цвет, значит, это обладатели средней полосы. Если более светлых тонов, это одета женщина в платье розового цвета, это представительница южнобережья. Если темно-красного цвета, это степной части. Плотная ткань, из плотной ткани опять степная часть, нежные легкие ткани южнобережная. Следующий цвет зеленый и фиолетовый. Праздничные платья, наряды шились, предпочтение отдавали именно вот этим цветам. То, что характерно для крымско-татарской культуры, это камерность, это благородство, выразительность, сложность рисунка, и в то же время при восприятии это очень все гармонично, красиво, легко и воспринимается.